Инаугурация прошла по схеме «тактика выжженной земли». Все от ужаса попрятались, остальных разогнали, и в совершенно пустой Москве, как в столице завоеванного государства, Путин устроил незаконную инаугурацию для своей нелегитимной власти. Мне абсолютно безразличны те 50%, которые реально проголосовали за Путина. Они искалечены были такими, как Путин, его коллегами из КГБ и советской властью. Они были неинформированы, их довели до самого жалкого состояния, их никто и ничему не учил в этом государстве. Они учились по советским учебникам, они не ведали, что творили. И Путин воспользовался их простотой, их слабоумием. Подобная власть не является легитимной, ибо половина страны за него не голосовала, а лучшая часть этой страны мечтает только об одном, чтобы Путин куда-нибудь провалился. Вот как мы говорили в конце 80-х, в начале 90-х, дай бог сгореть советом, провалиться депутатом, вот так сегодня приличные люди мечтают, чтобы путинская чекистская хунта сгорела или провалилась. Власть может быть юридически законна, но при этом исторически и морально абсолютно нелегитимна. И соответствующая инаугурация, формализованная, все стоят ручки по швам, такая эсэсовско-гестаповская инаугурация. Они даже не сделали того, что додумался сделать Иван Грозный на одном из своих мероприятий, на публичной казни на Красной площади, когда он увидел, что запуганный до невозможности народ не пришел, боясь за свою жизнь, Иван Васильевич хотя бы позвал опричников и велел им проехаться по Москве и граждан заверить честным словом царским, что они уйдут живые и здоровые с этой Красной площади, да еще и с царскими подарками. То есть худо-бедно массовку опричники организовали. А здесь путинские опричники даже массовку не смогли организовать. Эта власть, мало того, что не стоит доброго слова, мало того, что она разрушительна, неэффективна, мало того, что это власть жуликов и воров, и клинических идиотов, она еще и творчески абсолютно бездарна и бесплодна. То есть не только мы не заинтересованы в том, чтобы эта власть сохранялась, но я полагаю, что в этом не заинтересовано фактически 80% населения. Поэтому эта власть пойдет. И нам нужно позаботиться только о том, чтобы она упала в нужную правую сторону. А об этом заботится мало кто. Фактически никто не заботится.